Рассказ о чувашских традициях и праздниках войдет в аудиовизуальную энциклопедию «Возвращение к истокам». Это своеобразный фильм о народах Поволжья. Его авторами выступили активисты гильдии межэтнической журналистики Самарского отделения. Чтобы собрать уникальный материал, организаторы проекта отправились в этнографическую экспедицию по Поволжью. Съемочная команда несколько дней провела в Мариэл. Сейчас активно знакомятся с чувашскими умельцами. Первым героем стал чебоксарец Евгений Ларин. Он уже больше 40 лет вырезает из дерева различных сказочных персонажей. Рассказывает, что все изделия воссоздает по памяти. В детстве зачитывался сказками, и особенно приятно, признается Евгений Александрович, когда герои из далекого прошлого начинают оживать. В частности, глаза. Вот видите, они мне здесь только пока карандашом наброшены. Когда уже делается тоненьким ножом, или там уголочек, стамесочек такой тоже остренький. Очень, знаете, как вот они проявляются. Только что был карандаш, потом, значит, форма глазу вообще, потом зрачок, и начинает на себя смотреть. Проект по воплощению аудиовизуальной энциклопедии поддержан грантом президента России. Авторы фильма уверены, таким способом можно не только привлечь внимание к национальной культуре, но и развить новые туристические направления. У меня просто мурашки бегали по коже, когда вот ты действительно вот чувствуешь вот эту всю энергетику, которая идет из глубины веков, да, и они вот это все донесли. Это просто вот какая-то такая космическая энергия, наверное, я не знаю. То есть вот действительно ты проникаешься этим. Я очень рада, что мы имеем такую возможность, да, это очень так почетно, записать те моменты, которые уходят, и растиражировать их, да, на как можно большую аудиторию. Вот в таком чувашском наряде девушку сегодня, пожалуй, можно встретить лишь на празднике. На мне платье, украшенное вышивками и монетами, и тухья. Кстати, такой головной убор могут носить лишь девушки, незамужние. Для женщин – хушпо. Есть и мужской вариант. И если в соседних регионах такие головные уборы пользуются особой популярностью, то у нас в республике даже на праздниках мужчин в национальных головных уборах встретить сложно. И местные мастера решили исправить это дело и запустили аж целое производство. Носили зимние головные уборы, были и летние головные уборы. И вот сейчас много-много времени мы со своим супругом все это исследовали, все посмотрели и вышли к выводу, что вот этот головной убор в современном стиле очень он подходит. И тут вся композиция, она выдержана. Тут из 6 частей мы изображаем гору, вершину. А на этих частях самое главное, это такие монеты, это как зерно дуба. Авторы проекта уверены, фильм о народах, живущих в Поволжье, станет кладезью национальных традиций и народного знания. Его герои – это не только мастера народного промысла, но и музыкальные коллективы. И своей главной задачей организаторы считают запись самобытных аудиотреков. Съемочная команда планирует отправиться в Комсомольский и Канашский районы, побывать на национальной свадьбе и увидеть, как проходят проводы в армию в чувашских селах. Аудиовизуальная энциклопедия будет готова уже в декабре. Вероника Павлова, Никита Углев, Вести Чуваша.